Добрый вечер. Сегодня, 3 февраля с 19:00, интернет-газета в Якутии.ру встретилась с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеславом Емельяновым по поводу той ситуации, которая сложилась в Заречье, и по другим темам, которые нам подсказали, попросили читатели и подписчики, особенно из WhatsApp-группы нашего издания. Вячеслав Павлович, конечно, на данный час какая ситуация в Заречье? Да, на текущий момент, как мы уже анонсировали, энергоснабжение заречных групп районов обеспечивается по временной схеме с подстанции Табага. Это, по сути, та схема энергоснабжения, которая была до ввода в эксплуатацию подстанции Мая. На текущий момент ограничений по энергоснабжению, централизованным энергоснабжением потребителей нет, энергоснабжение осуществляется в штатном режиме. Прошлой ночью, 2 февраля, 0 часов 40 минут, произошло аварийное отключение от подстанции Мая. На текущий момент с подстанции Мая энергоснабжением обеспечен Мегино-Кангаласский и ЛУЗ. Остальные заречные группы районов обеспечены энергоснабжением с подстанции Табага. То есть сегодня еще сохраняется резервная схема временная или уже полностью восстановили? Это временная схема энергоснабжения. Да. Основное энергоснабжение потребителей будет осуществлено только после полного восстановления подстанции Мая. На текущий момент МЭС Востока, то есть компания Россети, занимается восстановлением. Приехали подрядные организации из других регионов, то есть это специализированная организация МЭС Востока, у которой есть договорные подрядные обязательства, в том числе по восстановлению муфт, кабельных муфт соединительных, которые вышли из строя. Буквально 23 числа у нас было технологическое нарушение. Января. 23 января. Да, 23 января и вчера, буквально 2 февраля. Вы сегодня в дневном брифинге сказали, что муфты стояли на морозе, и для того, чтобы аварий больше не было, их нужно держать в тепле, в теплом помещении. Можно об этом подробнее? Да, я сейчас поясню, конечно. Проектом при строительстве подстанции Мая было предусмотрено вот те как раз кабельные муфты, которые вышли из строя. Это было определено проектом. Есть письмо поставщика оборудования кабельной муфты, что данное оборудование соответствует температурным режимам нашего региона до минус 60, но как практика показала, из-за перепадов температур, то есть по сути своей, если объяснять внутри, где непосредственно есть соединение кабеля с воздушной линией, температура большая, а наружная температура воздуха сильно отрицательная, и в этой связи появляется большой перепад температуры, и кабельные муфты, к сожалению, не выдержали, так скажем, климатических условий, в этой связи вышли из строя. Те технические решения, которые будут приняты в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона, они обеспечат закрытие в теплом контуре непосредственно данной муфты, что позволит исключить выход из строя кабельных муфт за счет резких перепадов температур наружного воздуха. Кто должен был, извините, что перебила, если перебила, кто должен был вообще следить за этими муфтами? Заказчик. Подстанция Мая была построена в рамках инвестиционной программы компании ФСК, федеральной сетевой компании. Они же являются и заказчиками, и подрядные организации, которые выполняли эти работы, выполнили в соответствии с проектом. Естественно, такие крупные проекты проходят большую проверку. Когда они вводятся в эксплуатацию, получают разрешение от Ростехнадзора, да, то есть это инженерно очень сложный проект, который требует пристального внимания как со стороны надзорных, контролирующих органов. Но, как практика показала, к сожалению, с 2019 года у нас, если не ошибаюсь, по моим подсчетам, это уже 7-й случай выхода из строя
кабельных линий. Мы до этого еще выносили решение штаба энергобезопасности о необходимости пересмотра технических решений по данному оборудованию. И в этом году только будут выполнены данные работы по замене, так скажем, ну, вернее, выполнение дополнительных технических мероприятий, которые позволят увеличить работу, значит, подстанционного оборудования. То есть их Якутскэнерго обслуживает сейчас? Нет. вот это, ФСК сами, Да, да? ФСК сами. Ага. Я напомню, что в прошлом году у нас открылось якутское предприятие магистральных электрических сетей ФСК, то есть непосредственно филиал здесь в городе Якутске находится, который обслуживает как раз электросетевое хозяйство на территории Республики Саха-Якутия, в том числе подстанцию МАЯ. Мгм. А вот этой ночью в Якутске и Магане, говорят, были небольшие отключения или большие, да? Ну, многие не заметили, потому что ночью. Да. Можно об этом говорить? Потому что вот люди говорят, считают, что это из-за перегрузки, Нет, из-за всего этого. нет, это с этим не связано. Были, да, технологические нарушения, связанные с ограничением потребителей в ряде районов города Якутска. Ну, АПВ успешная, в принципе, последствий, так скажем, вот этих ограничений нет. Понятно, что в свете вот этих последних событий, да, сейчас очень сильно акцентируется внимание в целом на надежность энергоснабжения не только там заречной группы районов, но и в целом по республике Саха-Якутия. Сейчас все ресурсоснабжающие организации, энергетики, ЖКХшники перешли на режим повышенной готовности, и, соответственно, мы оперативно реагируем на все нештатные ситуации, которые возникают на территории Республики Саха-Якутия. А по Саталу разве это тоже было оперативно? Там же рано Да, утром нет, начинали бить тревогу. Да, на самом деле по Саталу мы с утра выехали непосредственно на место. Работали мы на подстанции радиоцентр. На сам объект, а не в микрорайон? Да, потому что изначальная причина по Саталу была, как вы знаете, Елена, это повреждение как раз на ячейке на подстанции непосредственно радиоцентр. Мы с заместителем мэра Кардашевским Егором были непосредственно на подстанции радиоцентр, наблюдали как раз за той ситуацией, которая там возникала, контролировали непосредственно и ускоряли процессы, связанные там с приездом автовышки, установки заземления, для того, чтобы ускорить работу по восстановлению энергоснабжения. Да, есть определенные вопросы к оперативным дежурным, да, там, взаимодействию дежурных и аварийно-восстановительных бригад. Мы, значит, проводим расследование по данному вопросу, в скором времени должны подписать соответствующие акты, ну и привлечь к ответственности лиц, которые, так скажем, не так оперативно реагировали на, значит, наши звонки, на наши запросы. Соответствующие меры будут приняты. А вы кого имеете в виду под этими лицами? Якутскэнерго в части, значит, взаимодействия оперативных дежурных с Центральной аварийно-диспетчерской службой ГУПа ЖКХ, которая как раз и является в том числе диспетчерской службой штаба энергобезопасности. То есть были определенные вопросы взаимодействия диспетчерских служб для того, чтобы оперативно направлять аварийно-восстановительные бригады. Спасибо. И по другим тоже нештатным ситуациям, которые разделялись в январе на энергоаварии, конкретно отключение электроснабжения, и где были проблемы с топливом. То есть это Сатал мы сказали, по топливу это Верхаяне, Улаханкёль и, кажется, Витим или Светлый. Да, сейчас расскажу. Ага, и Медина, Кангаласский, Заречье, 2 отключения или 3 уже вот нынче, да, в Якутск мы сказали, ну, в общем, по всем этим авариям. Да, значит, если по порядку, Улаханкёль Верхоянского района были вопросы, связанные с качеством угольной продукции, которая там находилась. Значит, было замораживание угля, и, к сожалению, бортовать той техникой, которая там находилась, было невозможным, и было принято оперативное решение о доставке джибарики хаинского угля с Батагая непосредственно в Улаханкёль. Да, это заняло определенное там количество времени, были вопросы еще связанные с качеством автомобильной дороги муниципального характера, которые там были, ну, имеется в виду, которая обслуживается муниципальным образованием, да, были участки, где большегрузные машины не могли проехать, но в сопровождении, так скажем, отдельной техники удалось пробиться непосредственно до места, обеспечить качественным углем
котельную и поднять температурный режим. Вопрос также был на контроле министерства. Значит, по поселку Светлый было замораживание магистральной сети водовода. Водовод по протяженности очень длинный, порядка 2,5 километров. Трубы 320 диаметра, толстостенные, то есть там 10 миллиметров. Это классифицируется как тоже сложная авария, да, и очень сложно определить, где, на каких участках были, значит, обледенения, зашугования. Мы совместно с Теплоэнергосервисом, а также с муниципальным образованием, считаю, что приняли все необходимые исчерпывающие меры, направили туда аварийные бригады. Всего в пик, так скажем, накопление аварийно-восстановительных бригад работало порядка 70 человек, порядка 13 единиц техники. Четко отслеживали участки работы этих аварийных бригад. Теплоэнергосервис направил туда дополнительные бригады с других филиалов. Мы попросили еще ГУП ЖКХ соседних районов Сунтарского, направили еще дополнительные бригады. Муниципальный район непосредственно там тоже самостоятельно контролировал и привлекал силы и средства с управляющей компанией города Мирного. Привлекали силы с компании Алроса, значит, РНГ, компания нам тоже очень сильно помогла. То есть консолидировали все силы для того, чтобы обеспечить восстановление, в первую очередь, холодного водоснабжения, потому что это первостепенная, так скажем, необходимость для потребителей, для населения. На текущий момент, практически, можно сказать, на финишной прямой по восстановлению участков горячего водоснабжения. В этот период как раз там установилась такая аномально холодная зима с температурой ниже 50 градусов и осложнило, конечно, работы по восстановительным работам. Что касается Витима, значит, была поставка со стороны Алмаса некачественного сырья, щепы. Из-за этого, значит, температурный график котельной был снижен примерно на 15-20 градусов. По оперативным переговорам с Алмас завезли качественную щепу, значит, и, соответственно, подняли температуру теплоносителя. Да, эта ситуация была нестабильна в том плане, что привозили щепу хорошего качества, сырую щепу. В течение недели, там, скажем, такое, так скажем, нестабильная ситуация была по поставке качественного сырья, но на текущий момент температурный режим соблюдается и температура теплоносителя поднята до соответствующего температурного графика в поселке Витим. А в Витиме, я извиняюсь, пока не ушли по другим темам, кроме вот этой щепы от фирмы Алмаз, другого вида топлива нет никогда? Есть нефтяные котельные в поселке Витим. У нас, значит, подписано концессионное соглашение с компанией ВЭС, которая занимается значит, энергетические системы. Они в рамках концессионного соглашения должны, значит, перевести вот эти неэффективные котельные как раз на щепу. В принципе, сырья там хватает. Единственный вопрос, конечно, это по качеству предоставляемого непосредственно сырья. Мы в рамках той концессии, которую подписали, значит, планируем перевести неэффективные нефтяные котельные на более экологичный, так скажем, вид топлива, использования древесной щепы. Тот проект, который мы реализовали в рамках инвестиционной программы Республики Саха-Якутия еще несколько лет назад, имеет положительный опыт. То есть до текущего момента, условно говоря, там не было таких больших жалоб. Котельная работает хорошо. Единственное, что, конечно, нужно контролировать за поставкой качественного сырья. Что касается, там третий вопрос был в части отключений Мегино-Кангаласский. Мегино-Кангаласский, Заречье, Чурапча, значит, вы, наверное, имеете в виду те отключения, которые были на той неделе. В январе еще. В конце января. И до этого тоже мы уже со счета сбились. 23 или 24 я как раз находился с рабочей командировкой в Тампонском районе,
когда это было И ограничение. Тарасенко еще как Да, раз с Андреем был. Владимировичем, с Ага. председателем правительства находились, значит, непосредственно там на месте. После ограничения, к сожалению, по линии сотовой связи у нас не было возможности выйти на прямую связь. Тем не менее, мы через АДС и через спутниковую связь выходили, контролировали данную работу, сделали перемычки. Ну вот аналогичная проблема, которая вот возникла вчера, да, то есть кабельные муфты сгорели, компания Якутскэнерго переключила линию Мая-Чурапча на линию Мая-Барагонцы и обеспечили энергоснабжение по одной линии. То есть вывели в ремонт линию Мая-Чурапча, ее восстанавливали, и вот буквально позавчера, 1 числа, должны были уже перекинуть на постоянную схему. К сожалению, там тоже муфта вышла из строя, и в этой связи тот случай, который у нас вчера был зафиксирован, авария на подстанции Мая, вынудила перейти уже, так скажем, на ту схему энергоснабжения, которая была до строительства подстанции Мая. То есть мы перешли на подстанцию Табага, да, по старой схеме. Тогда, получается, Схема две надежна. вот эти сложные ситуации в двух группах района сохраняются, да? Нет, для заречной группы районов. Полностью для всего Заречья. Да. Ну, то есть по той аварии от 23-го отдельно еще сохраняется. Вы сказали, первого не успели на постоянную основу подключить. Да. И тут еще новая вот часть вот этой Заречья, ближняя. Да. То есть мы сейчас полностью исключили, ну не полностью, сейчас Мегино-Кангаласский улус питается от подстанции Мая. Все остальные питаются от подстанции Табага, с этого берега. То есть те тоже, Тампонский, Чурапчинский тоже, да? Да. То есть мы перешли, условно говоря, на старую схему. Схема надежная. До полного восстановления, значит, вышедшего история из строя кабельных муфт на подстанции Мая, мы будем обеспечивать энергоснабжение от подстанции Табага. А по старой схеме до какого года вы работали? Республика до 2019 года, до ввода в эксплуатацию, до ввода в эксплуатацию подстанции от ФСК, которая. Да. Угу. И вот вопросы читателей интернет-газеты в Якутии.ру, да? Насколько морально, не считая физическую изношенность сетей, устарело оснащение энергосетей? Где ситуация плачевнее всего, в каких районах или городах, да? Хватает ли резервных линий и мощностей, приобретенных дизельных станций, чтобы поддерживать минимальное напряжение в сетях? Ага. И продолжение этого же вопроса касается привлечения вот этих 18 специалистов вчера, которые приезжали на подмогу, да? А вопрос кадров. То, что везде острая нехватка во всех отраслях, в том числе в энергетике, да? И спрашивают читатели, в связи с чем вот были приглашены эти 18 энергетиков из других регионов Дальнего Востока. Что это означает? То, что у нас людей не хватает, или те опытнее, или ситуация была такая страшная? Поэтому... Нет. Лена, вот в начале нашей беседы я пояснял, что бригада, которая была привлечена, ну вот 18 человек, которые приехали из других регионов, это по действующим, так скажем, по действующим договорным обязательствам приехали, так скажем, подрядные организации выполнять те работы, которые были прописаны уже, так скажем, подрядным договором. Да? Значит, действительно, подстанция Мая — это уникальное оборудование современное, да, которое требует определенной подготовки, определенной квалификации, значит, персонала. И мы с Востока практикует такую, так скажем, вещь, как командирование специализированных, так скажем, аварийно-восстановительных бригад в районы, в регионы соседние. Поэтому здесь ничего такого нету. Что касается нехватки специалистов, да, и как и во всей, наверное, отрасли, да, во всех отраслях есть определенные вопросы, связанные с нехваткой специалистов. Это такие узкие специалисты, как контрольно-измерительные приборы и автоматика, киповцы. Особенно это касается северных и арктических районов. Да. В центральной части таковой критической ситуации по нехватке специалистов нету. Значит, что касается морально и физически устаревшего электросетевого хозяйства. На всей территории республики протяженность электросетевого хозяйства составляет более 23 тысяч километров разного класса напряжения, от 0,4 до 220 киловольт.
Да, действительно, основное, так скажем, электросетевое хозяйство было построено там в середине 60-х, 70-х годов прошлого века. Понятно, что все разом привести в соответствие там, с требованиями технического состояния не представляется возможным, потому что это требует очень больших, так скажем, финансовых вливаний, да. Компания Якутскэнерго сейчас разработала комплексную программу повышения надежности электросетевого комплекса, которая требует финансирования порядка 50 миллиардов рублей. Львиная часть источника финансирования сейчас не определена. Мы с компанией Росгидро совместно работаем по определению источника финансирования и приведению, соответственно, нормального техническое состояние электросетевого хозяйства на территории Республики Саха-Якутия. В первую очередь, конечно, при формировании ремонтно-инвестиционных программ электроэнергетических предприятий мы акцентируем внимание как раз на узких местах, на тех участках, где больше всего происходит технологических нарушений, аварий в период прохождения предыдущего отопительного периода, и значит, узловые подстанции, трансформаторные подстанции и межпоселковые линии. То есть разом охватить там, буквально там, за год, за два это сделать очень сложно. В любом случае требуется время и определенный объем финансирования на реализацию этой непосредственно программы. Но в этом направлении очень активно ведется работа совместно с компанией Росгидро. А вот насчет того, что хватает ли вообще вот этих резервных линий, да, мощностей и мощности дизельных станций. Да. То есть могут ли люди быть сегодня спокойны, если что-то случится еще? Я понял вопрос. В части теплоснабжения, водоснабжения, все ресурсоснабжающие организации, независимо от форм собственности, обеспечены резервными источниками питания. У нас всего 1165 котельных по Республике Саха-Якутия, все они обеспечены резервными источниками питания, за исключением, если не ошибаюсь, 46 котельных, которые работают на естественной циркуляции. То есть там не нужно там, подавать электроэнергию, чтобы работали сетевые насосы и подписанные насосы. То есть котельные, которые обеспечивают, ну, это приобъектовые котельные, которые обеспечивают за счет работы маленьких котельных. В том числе и по значит, объектам водоснабжения и водоотведения. Что касается работы дизельных резервных электростанций, которые находятся в районных центрах, они обеспечивают большую половину потребителей энергоснабжения в случае, если значит, исчезает централизованное энергоснабжение, да, остальных потребителей, вот, что такое веерное переключение, это вот как раз когда мы не можем взять полностью нагрузку, делаем веерное ограничение и веерно подаем электроснабжение в остальные населенные пункты. Угу. Следующий вопрос. В этом году, как сообщалось в прессе, в плане стоит так называемая, в кавычках, распаковка Якутскэнерго. И вопрос вот от коллег, как это повлияет на надежность энергоснабжения региона? Ну, таковой распаковки в текущем году компании Якутскэнерго не будет. Да, действительно, этот вопрос обсуждается, но этот вопрос обсуждается не как распаковка компании Якутскэнерго, да, там поделить, условно говоря, там, на несколько, части, да, на несколько предприятий, а как, значит, финансовое оздоровление компании Якутскэнерго. То есть в том числе рассматривается вопрос распаковки, то есть поделить, вот как вы правильно говорите, да, на сбыт, генерацию и сеть. В любом случае надежность энергоснабжения – это первостепенная задача, которая требует правительства республики от материнской компании Росгидро. В любом случае, даже если будет разделение компании Якутскэнерго, мы без учета мнения населения правительства республики в части надежности энергоснабжения наших потребителей принимать решение такое не будем. Первостепенная задача – это увеличение надежности энергоснабжения наших потребителей. Неважно, как оно будет делиться компанией Якутскэнерго, на генерацию, на сеть. Ну, вот коллеги пишут, что в части сбыта, вот приход ДЭКа, да, дальневосточный, это уже означает то, что этот процесс начался, да, и вот в статьях коллег есть такая версия того, что в 2023 году Якутскэнерго вообще
как таковое может исчезнуть, хотя компании исполняется 60 лет. Нет, ну, компания уже исполнилась 60 лет. Ну, исполнилось. Да, Якутскэнерго в том виде, который она есть, будет функционировать в текущем году. В части реформирования и там, разделения на какие-то виды деятельности пока решений нет. Этот вопрос обсуждается. В любом случае, Елена, вы будете знать об этом первое, да? Спасибо. Мы, да, в любом случае будем информировать средства массовой информации, социальные сети. Спасибо. Вопрос от жителей Нерюнгринского района. Они очень сильно обеспокоены резким повышением тарифов именно для предпринимателей, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Да? Вот конкретные примеры отправили. Тариф на отопление подняли на 25%, на водоснабжение и водоотведение больше, чем на 20%. Так, и они утверждают, тарифы утверждает Госкомцен, республиканская структура, то есть о какой поддержке малого среднего бизнеса, тем более в сегодняшних сложных условиях, можно говорить, если вот такое повышение цен. Еще раз, это вопрос из Нерюнгри. Да, ну, действительно, такой вопрос был, но данный вопрос компетенции, как вы правильно отметили, Елена, Государственного комитета по ценовой политике, да, чтобы не вводить в заблуждение наших зрителей, да, на канале YouTube, наверное, не буду давать там комментарий в том плане, что почему именно для юридических лиц поднялись тарифы. То есть здесь было бы все-таки послушать комментарий Государственного комитета по ценовой политике по данному вопросу. А и тарифы для физических лиц, вот очень многих якутян тоже очень волнует. Это тоже просьба. Вы знаете, льготные тарифы, где бы наше население не проживало, там, неважно, там, в Булунском районе, Устьянском, Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском или в городе Якутске, или в любых там заречных районах, один и тот же тариф. Другой вопрос — это вот разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом, называется субсидия организациям коммунального комплекса, которые предоставляются непосредственно коммунальным предприятиям. То есть льготные тарифы, они везде одинаковы для жителей, для физических лиц. Жители Сатала спрашивают. Они, во-первых, спрашивают в целом по ним, какие решения принимаются или будут приняты, да? Ну вот на фоне той аварии. Да, я понял. И второй вопрос тоже от жителей Сатала. Как насчет коммуникации каких-то хотя бы летнего водопровода? Потому что, оказывается, в Сатале нету даже летнего водопровода. И из-за этого следующий вопрос нашего издания в целом по пригородам, по коммуникациям. Например, вот Звездный же построили, да, РИА, Олейников. Для них, да, для них дороги делают совершенно, ну, сравнительно свежий асфальт ломают, да. Ну, по Чернышевского хорошая дорога была. Ну, столько расходов, а тянут только в Звездный, например. А там часть есть частного сектора, есть там даже вот объект, это детский тубсанаторий, он сам себя содержит. Водовозка, по-моему, тоже у них, и фекалка, и прочее. Почему нельзя ли от Звездного протянуть коммуникации вот в частный сектор, который автодорожного округа, не охвачены этими коммуникациями? Ну, после, так сказать, даже не после того случая, который был в Сатале, да, мы в части определения эксплуатирующей организации электросетевого хозяйства Сатал, насколько мне память не изменяет, уже последние, наверное, 4 или 5 лет уже общаемся, да, в том числе и с руководством Сатала, и с городом Якутском, непосредственно с компанией Якутскэнерго. Есть несколько выездных актов осмотра электросетевого хозяйства непосредственно самого Сатала. На самом деле электросетевое хозяйство Сатала неплохое. Если уж на то пошло, то сначала же было как? Чтобы обеспечить быстрое, так скажем, технологическое присоединение к Якутскэнерго, Сатал собственными силами привлек подрядную организацию, построили линии, трансформаторные подстанции, если не ошибаюсь, там порядка 30 трансформаторных подстанций разного класса напряжения, разной мощности, которые подключились к подстанции радиоцентр. И если я не ошибаюсь, к Саталу еще несколько микрорайонов подключены. Так. Выезжали, смотрели, составили акты. Есть ряд замечаний со стороны Якутскэнерго. Якутскэнерго принципиально не возражает.
они могут взять. Да, но Ну при там этом, долги же большие. вот я сейчас скажу, да, есть вопросы, связанные с приведением в нормальное техническое состояние, и один из самых больших вопросов – это имеющийся, к сожалению, очень большой долг микрорайона Сатау перед компанией Якутскэнерго. На текущий момент, ну, актуальная информация, где-то мы месяц назад, ну, 3 недели назад собирались, как раз обсуждали и с Якутскэнерго, вот как раз за этим столом, и с представителями Сатава, задолженность составляет больше 40 миллионов рублей непосредственно самого Сатава. Эти долги, значит, определены судебным решением, то есть есть конкретное судебное решение по определенным долгам, и, к сожалению, эти долги, значит, копились несколько лет. Да? И необходимо сейчас решить руководству Сатала вопросы, связанные с, так скажем, с оплатой долгов перед компанией Якутскэнерго. Да, Якутскэнерго принимает положительное решение и оформляет собственность, значит, электросетевое хозяйство Сатала. При этом Министерством ЖКХ и энергетики дана рекомендация подписания договора эксплуатации до решения вопроса передачи полностью в Якутскэнерго, договора эксплуатации аварийного прикрытия в случае возникновения технологических нарушений. Это если простыми словами сказать, что То есть, означает? То есть, если возникает ситуация с отключением электроэнергии, Как в январе. да, как в январе, если Сатал подписывает с Якутскэнерго такой договор, Якутскэнерго приезжает и оперативно решает эти вопросы. Но это бы Внутри непосредственно Сатала. То это есть только в у том нас... случае, если оплатят задолженность или вне Нет, этого? это отдельно. Отдельно? Это отдельно, да. Просто вот бывают технологические нарушения разные, да. Отключение от подстанции радиоцентр, которое по сути своей там привело к ограничению всего Сатала, да, а бывают такие проблемы, как проблема одного трансформатора, Мелкие одной внутренние проблемы. у кого-то внутри дома, условно говоря, да, там или электросетевое хозяйство на какой-то конкретно улице. Вот эти вопросы, значит, мы предложили, чтобы Сатал подписал договор некий эксплуатации или аварийного прикрытия, чтобы Якутскэнерго оперативно, соответственно, приезжали своей аварийно-восстановительной бригадой и устраняли вот такие технологические нарушения. И вот одна из жительниц Сатала, пенсионерка, инвалид, она утверждает, что ее тариф за электроэнергию у нее берут как за дом с газом, тогда как газа у нее нет и вообще не намечается. То есть по тарифам Сатала это кто должен отвечать, решать? Здесь взаимодействие вот как раз непосредственно СОНТ Сатал с потребителями внутри. Какие тарифы там устанавливают, я сейчас не могу прокомментировать. То есть это... А кто, они на кого-то должны же ориентироваться, ну любой СОТ, да, или Сатал, или не Сатал, для них внутри вот эти тарифы кто устанавливает? То есть сам председатель, правление, или есть какие-то все-таки... Ну, для понимания, СОН Сатал оплачивает Якутскэнерго. Есть договор энергоснабжения, есть конкретный определенный тариф. Вот этот тариф, соответственно, транслируется на потребителей непосредственно СОН Сатал, который там находится. Да? Фиксируется ли тот тариф, который зафиксирован там в договоре между председателем Сатала и Якутскэнерго, я сейчас не могу прокомментировать, да, это, наверное, вопросы непосредственно к председателю СОН Сатал. Какой тариф, какие надбавки и так далее, вот эту разбивку точно скажет руководство СОН Сатал. Спасибо большое. И вот по поводу коммуникаций для пригородов вообще Якутска. Да, ну в любых муниципальных образованиях и городских округах развитие системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения делается в рамках той схемы, которую делают непосредственно сами муниципальные образования. Да? То есть первостепенный документ развития системы тепло, водоснабжения, водоотведения зависит от той схемы, которую делает непосредственно само муниципальное образование, утверждает и по этой программе, соответственно, участвует там в определенных федеральных программах, региональных программах, на основании которого уже обеспечивается развитие инженерной инфраструктуры. Вот это нужно понимать. И, значит, что касаемо отдельных, значит, участков, районов городского округа город Якутск, зависит от непосредственно схемы теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения, которые утверждаются городским округом город Якутск. А вот по Звездному нету никаких перспектив, что от них какая-то вот сеть пойдет Ну, коммуникации? в любом случае, когда значит, выполняется реконструкция, модернизация магистральных коммуникаций, учитывается все-таки расширение предоставления услуг на той территории, где, соответственно, как вы правильно отметили, да, вот в районе ДСК сделана не только, вот реконструкция коллектора сделана не только для того, чтобы обеспечить тот квартал звездный, да, но и в том числе и рядом находящиеся микрорайоны и отдельные там районы городского округа города Якутск. Спасибо большое, как бы надежды появляются у горожан, да, в том районе. И тоже вот вопрос коллеги Владислава Петровича Коротова. Почему в Улусах за невыполненный вывоз сухого мусора с каждой семьи примерно по 5000 рублей решением суда, оказывается, забирали, да, заставляли платить? Для любой семьи это же, тем более сельской, 5000, это же большая сумма. Как такое возможно? И, ну, я уточнила у коллеги примерно, ну, в каких это улусах, да. Он назвал Горный, Сунтарский, Медино-Кангаласский, начиная с 2021 года. Ну, напомню, что вывоз твердых коммунальных отходов – это коммунальная услуга по жилищному законодательству, да, то есть обязательно как коммунальные платежи. И то, что через суд обязали там определенные семьи оплачивать 5000 рублей, скорее всего, это накопившийся долг. Здесь нужно смотреть каждый случай отдельно. За невыполненные же говорят. За невывезенный мусор, за невыполненные работы же говорят. Ну, еще раз, вывоз твердых коммунальных отходов – это обязательно коммунальная услуга. Другой вопрос – это работа непосредственно самого регионального оператора. Есть региональные операторы, которые не своевременно вывозят твердые коммунальные отходы непосредственно на местах. Да, есть такие жалобы, мы точно реагируем индивидуально по тем заявкам, которые поступают. И хотелось бы, наверное, пользуясь случаем, да, и аудиторией, попросить обращаться в Министерство ЖКХ и энергетики по факту невывоза твердых коммунальных отходов, для того, чтобы мы приняли соответствующие меры реагирования в региональных операторов, чтобы они своевременно вывозили твердые коммунальные отходы. 5000 рублей, скорее всего, это задолженность не за, наверное, даже не за один год. И региональные операторы значит, проводят претензионные исковые работы. А по качеству предоставляемых услуг я прошу обращаться в Министерство ЖКХ и энергетики для того, чтобы мы оперативно реагировали. Ну и здесь, наверное, хочу поблагодарить вообще в целом социальные сети, да, средства массовой информации. Вот мы тоже мониторим. Есть такая практика, что плохая новость сначала приходит в социальные сети, да, потом уже узнаешь от средств массовой информации или от звонков от диспетчерской. В этом плане, конечно, социальные сети нам большие помощники. Я лично тоже слежу за социальными сетями, за теми, допустим, нарушениями или авариями, которые происходят в тех или иных точках города Якутска, муниципальных образований, в целом на территории Республики Саха-Якутия. И это нам помогает оперативно тоже реагировать на нештатные ситуации. Ну и, пользуясь случаем, наверное, хочу поблагодарить социальные сети за, так скажем, ну, помощь, которая оказывается для принятия оперативных решений. Еще один вопрос от читателей интернет-газеты в Якутии.ру. В 2022 году главы поселений заречных районов, Заречья, да, подверглись штрафам за свалки ТКО, которые существуют еще с советских времен. Сейчас за то, что они незаконные, за то, что ущерб природе наносится, да, по экологическим направлениям их штрафуют за неуборку этих незаконных свалок. Вот. И вопрос такой: Министерство ЖКХ планировало устройство полигонов в Заречье, полигонов ТКО, и как эта работа сейчас претворяется в жизнь, как она ведется? Да, ну, безусловно, самый крупный проект, который мы сейчас реализуем на территории республики, это строительство полигона города Якутска на 27-м километре, да. Это вот первый уникальный проект в условиях вечной мерзлоты, получивший госэкспертизу в городе Москва, да, и мы сейчас реализуем этот проект с вводом в эксплуатацию в текущем году. Первых двух, так скажем,
значит, первого, второго этапа, остальные, соответственно, будут реализованы в следующем году. Так? В том числе и строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. По ряду муниципальных образований есть проекты, которые сейчас на стадии разработки проектно-сметной документации. Это Мегино-Кангаласский, это Мирный, это Вилюйский, значит, Нюрбинский. Есть ряд муниципальных образований, которые сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию самостоятельно, должны получить государственную экспертизу, а мы уже непосредственно, как отраслевое министерство, будем отрабатывать с федеральным центром, значит, российским экологическим оператором ППК РЭО, Минстрой России, для того, чтобы получить финансирование на строительство вот этих полигонов. Это очень дорогостоящие проекты, да, если учитывать все аспекты и все требования действующих федерального законодательства, нормативно-правовых актов, очень сложные проекты. Вот как пример скажу, полигон на 27-м километре, чтобы значит, не было влияния на вечную мерзлоту, там кладутся на несколько гектаров, это несколько футбольных полей, да, слой полистирола, плюс щебенка, песок, то есть там мембранное полотно и так далее, там прочее. Это очень такой дорогостоящий проект, и чисто из регионального бюджета построить за раз всем муниципальным образованием полигона это очень сложно, поэтому мы напрямую будем работать с федеральным центром, чтобы получить максимальное финансирование оттуда. А в других регионах же те, которые старые закрытые свалки, да, ну, где уже запрещено, их же как-то вот рекультивация, да, есть такое понятие. Там чуть ли не какие-то там горнолыжные спуски, там какие-то спортивные объекты делают. Это для нас реально или нет? Ну, вы, наверное, говорите про соседние регионы сейчас, ну, да? Другие регионы, в центральной, конечно, где теплее и так далее, но все же. Программа рекультивации идет через Министерство природы, Минэкологии нашей республики. Так? Значит, по рекультивации, ну, как пример тоже скажу, полигона на 9-м километре идет через программу Минэкологии. Минэкология сейчас как раз отрабатывает с Минприроды России для того, чтобы получить финансирование на рекультивацию таких свалок. Конечно, это тоже, значит, дорогостоящий проект. При этом будут выполнены все мероприятия, в том числе и озеленение, то есть не будет той вот ужасной свалки, которая там есть, да, рекультивация свалки это уже предполагает, значит, приведение в соответствие того земельного участка, который сейчас находится под, так скажем, полигон действующий. То есть весь комплекс мер, конечно, после выполнения мероприятия рекультивации, да, те или иные муниципальные образования, власти, которые там находятся на местах, могут использовать данный земельный участок уже под собственные нужды. Хотите там, ну, горнолыжку, да, там, парк, значит, строительство каких-то производственных объектов и так далее и тому прочее. Вот вы сказали, когда речь шла вот про Мегино-Кангаласский и про Заречье, вот про эти проекты, да, проектно-сметную документацию. То есть часть документов районы сами делают, да? Да. И как они справляются, как у них качество вообще? От этого же очень много зависит. Да, правильный вопрос, поэтому Качество подготовки документов. любая проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, да, и в любом случае, даже если проектанты ошибаются там в каких-то этих, вот вы правильно отмечаете, по качеству именно разработки проектно-сметной документации, без получения государственной экспертизы мы не будем получать финансирование. То есть очень жесткий контроль проходит как раз те проекты, которые разработаны. Понятно, что некоторые муниципальные образования там, в целях экономии могут там, привлекать, так скажем, не очень квалифицированную подрядную организацию по разработке проектно-сметной документации, но они главгосэкспертизу не пройдут. То есть в любом случае нужно будет, когда мы загружаем проектно-сметную документацию в экспертизу, получаем замечания от экспертов и в любом случае должны будем отработать по всем замечаниям экспертов. Еще вот предпоследний вопрос, да, и ну, раз зашла речь о муниципалитетах, как вообще главы районов отрабатывают вот в таких нештатных ситуациях, авариях? Вы же взаимодействуете, наверное, с ними? Да, очень хороший вопрос. На самом деле, когда возникает какая-то нештатная ситуация в тех или иных муниципальных образованиях, ну, рефлекторно звонишь непосредственно главам.
То есть глава это тот человек, который непосредственно на месте находится и владеет ситуацией. Те или иные, там, допустим, ресурсоснабжающие организации могут там что-то недосказать, что-то недорассказать, или там, используя какие-то сложные терминологии, упустить какие-то моменты. А главы муниципальных образований, которые непосредственно следят, непосредственно находятся на месте, да, дают полную исчерпывающую информацию. То есть мы, когда принимаем решение, обязательно слушаем, ну, понятно, ресурсоснабжающие организации, глав муниципальных образований, районов и глав наследов, которые находятся там. То есть с нескольких точек собирается информация. И вот хотелось бы, наверное, поблагодарить, тоже пользуясь случаем, да, глав муниципальных образований, которые вчера, несмотря на то, что это была глубокая ночь, провели все заседания КЧС, подготовили даже пункты временного размещения с горячим питанием. Ну, в случае, там, если бы ситуация ухудшилась, да, подомовой обход сделали, значит, обеспечили генераторами семьи, у кого было газовое отопление, да, значит, очень эффективно отрабатывали со службой спасения, с главным управлением МЧС, с энергетиками, непосредственно сами ездили на объекты теплоснабжения в котельные, следили за, значит, за всеми объектами жизнеобеспечения на местах. То есть главы муниципальных образований у нас отрабатывают очень четко, исполняют все поручения, значит, КЧС регионального и решения штаба энергобезопасности и правительственной комиссии по подготовке к прохождению ОЗП. Здесь очень эффективно у нас взаимодействие с главами муниципальных образований. Большое спасибо за интервью. И последний вопрос на отчет правительства. Вы в какие районы собираетесь? Может, об этом Да. вкратце расскажете? И какие планы работы по Значит, отчетам? в понедельник, 6 числа, с председателем правительства вылетаем в Улунский УЛУС. Буду отчитываться как куратор и непосредственно координатор и руководитель группы в Тампонском районе. Участвую в группе Никифорова Михаила Викторовича, заместителя председателя правительства, в Сунтарском и Нюрбинском районах. Значит, участвую в группе отчета органов исполнительной власти в Амгинском районе и непосредственно здесь, в городе Якутске. То есть 5 муниципальных образований и городской округ, город Якутск. Про Тикси вы напомнили, там же проблема была. Можно об этом тоже прокомментировать? И все, последний вопрос, самый-самый Вы последний. имеете в виду озеро Мелкое? Да-да-да. Да. Значит, ну, тот случай, когда, вы, наверное, имеете в виду, когда было вынесено решение о введении режима ЧС. Проблема была поднята депутатом от партии, от ЛДПР. Да, значит, вот это данное решение было принято для того, чтобы, так скажем, ускорить процедуру выделения бюджетных средств на выполнение превентивных мероприятий. Потом режим ЧС был снят, перешли они на режим повышенной готовности. Действительно, фильтрация тела плотины есть, но она не критична. Мы вот как раз вот 6 числа выезжаем с представителем правительства, в том числе с ресурсоснабжающими организациями, там на месте будем смотреть и в любом случае будем выполнять превентивные меры по укреплению тела данной плотины. Потому что мы понимаем, что озеро Мелкое является, так скажем, стратегическим объектом, источником пресного водоснабжения поселка Тикси-3 и Тикси-1. Помните, в 2012 году у нас была авария, да, с водоводом. Мы, значит, приняли там целый комплекс мер для того, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения, построили новую котельную, водозабор. Водозабор работает в штатном режиме. Значит, все необходимые пробы по Санпину, ну, через Роспотребнадзор обеспечиваются. То есть здесь проблем в части водоснабжения нет. То есть ситуация контролируемая. Мы в любом случае будем выполнять работы по увеличению надежности функционирования непосредственно самой плотины и не допустим, значит, так скажем, перебоя с водоснабжением потребителей Тикси и Тикси-3. Вячеслав Павлович, большое спасибо за интервью, еще раз за подробные ответы. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо.